Здравствуйте, в эфире очередной выпуск «Битого часа». Он несколько, может быть, ну, если не чрезвычайный, то не совсем запланированный. Просто я почитал, что опять не получились почему-то по разным причинам дебаты кандидатов в вице-президенты Абхазии, поэтому я предложил Алхасу Джинджоле, одному из кандидатов в вице-президенты, сделать передачу. Если ваш оппонент будет готов встретиться в таком формате, я с удовольствием это тоже сделаю. Спасибо, что пришли, Алхас. Вы по профессии врач, поэтому это немного встреча как консилиум может быть, наверное, потому что до выборов осталось буквально там считанные дни. Вообще, как кампания проходит с этой точки зрения? Ну, во-первых, спасибо вам, что пригласили, Ибрагим. Ну, если перейти сразу к делу, да. Кампания, конечно, не из легких, так скажем. Все с таким южным темпераментом проходит, на грани трагизма и пафоса. Но в большой степени, конечно, действительно с примесью трагизма и пафоса этот основной процесс проходит. Для нас, по крайней мере. Может, кто-то играется, может, кто-то зарабатывает. Этого мы сейчас всего знать не можем, но для большой части населения это действительно с окрасом трагизма происходит все и пафос сложности выбора грядущего. Ну, я свидетель и в некотором случае участник как журналист выборов, начиная с 2004 года, и практически они все были. Но эти выборы, конечно, беспрецедентные по многим параметрам. И по своему составу тоже он ознаменовал приход нового поколения, фактически. Вот ветераны войны, по-моему, только вот в качестве кандидата в вице-президента, вот основные кандидаты в президенты, там это все люди, которые уже, да, послевоенного поколения, так скажем. Но беспрецедентный он в том смысле, что такого, ну, инструментария появился, телеграм-каналы, боты и так далее, и так далее. Это грязь, это все там слухи и так далее, это все присутствовало в той или иной степени на всех выборах, которые были с 2004 года, но такого, как сейчас, не было. С чем это связываете? Ну, опять-таки, как вы правильно сказали, в первую очередь, конечно, расширился арсенал технологий, политтехнологий, так скажем. Снизился уровень ответственности за применение этих технологий. То есть как-то меньше стало совести, как-то стало больше денег, и все это, видимо, приводит к такой напряженной кампании, в которой не гнушается никто ничем. В общем, это, конечно, отвратительно для нашего во многом патриархального общества, живущего в таком своем мирке. И для нас такое вот нашествие этих технологий, конечно, это поразительное явление. Очень плохо на нас это, на всех действует, разрушающе действует на наш уклад жизни, на наши взаимоотношения. Даже трудно представить, как после выборов, все забыв, отметя, я думаю, это, кстати, способность здравомыслящих людей, и перейти к спокойному дальше времяпровождению, работе и так далее. Ну, как ни в чем не бывало, получится жить нет, у нас конечно, после этого? Конечно, нет. Это при том, что я не сторонник демонизировать там ваших оппонентов или вас, нет, тем более. абсолютно не в этом Я думаю, дело. Вы к ним достаточно уважительно относитесь. Я и Бадргумба вся страна видела, и в должности министра культуры, потом вице-президента там. И то, что про вашего кандидата иногда и с той стороны тоже такое бывает. Но это почему не работают законы? Почему есть какие-то предвыборные такой набор законов, запретов? Почему они не работают? Ну, это же не сейчас сложилось. К этому планомерно мы шли, пренебрежению законами или выборочному их применению. К сожалению, надо это признать. У нас с ужасом хочу признать, что, видимо, нет прокуратуры на данный момент в стране, потому что реакции ее, ожидаемой, закономерной реакции На очевидные вещи. Абсолютно вопиющие вещи мы не наблюдаем. При этом мы уже даже не требуем какой-то реакции прокуратуры в плане наказания, просто реакции, просто напоминания о своем существовании. Понимаем, что там сейчас и кадровый вопрос недорешен, там его сидит сейчас главного прокурора, ждет выборов, да. чтобы будет... Ну и часть системы, они тоже прокуратура, которая давно нуждается сейчас, опять-таки, не в прокуратуре дело главное, но если говорить о применении закона, то, конечно, это тоже наше всех слабое место сегодня.
Ну, если говорить опять же о выборах там, того же 2004 года, какие-то вещи тоже повторялись. Тогда тоже был использован ресурс одной национальной общины в Абхазии, с помощью которой, собственно говоря, и там оно стало причиной противостояния, которое там вылилось в те события, которые были. Сейчас то же самое произошло. Ну, видимо, не решены были вопросы, поставленные обществом или перед обществом еще в 2004 году. Все шло по накопительной как бы системе, то есть ненависть, непонимание друг к другу, оно накапливалось все эти годы на самом деле. Опять-таки не принималось, по-моему, никаких решений законодательного характера в плане политического окраса. Для меня выборы 2004 года начались с ранения Тамары, покойной Шакрыл, мы ее оперировали. Вот так я вообще-то в процесс политический попал, если это можно сказать, попадание. И каждый раз мы сидели, знаете, где мы работаем, в центре города, прямо в эпицентре, можно сказать. У нас каждый раз оврал, мы ждали столкновений. То есть такой накал для нас это уже привычное дело. К сожалению. Да. К огромному сожалению. То, что произошло вот сейчас, кстати, трагедия в парламенте, это вот как бы капля крови, это как бы призывающая нашу, извините, общую глупость наконец-то как-то обуздать и открыть глаза на то, что происходит. Ну, мы сейчас говорили о прокуратуре, но, например, у меня такие же вопросы относительно, допустим, того же парламента. Если помнишь, 2004 год, если помните, зрители, когда концерт звезд российской эстрады вызвал такое возмущение, что было там ночное заседание парламента с прямой трансляцией на телевидении. То есть по сравнению с тем, что происходит сейчас, этот вояж министров российских в Абхазию, это вообще несопоставимый. Газманов и это сонма министров, которая уже побывала в Абхазии. Ну, очевидно, парламент, что может сделать в данном случае парламент? Чтобы парламент мог что-то сделать в данном случае, он должен был эту способность проявлять последние 3 года, как был избран. Он был во многом вынужден это сказать. Мне горько это говорить, потому что мы много усилий приложили в 6-м созыве для создания пресс-службы и внедрения в работу парламента вот этих методов открытости и гласности. В этом созыве, я не знаю, там, возможно, самый закрытый созыв. Реакция всегда запоздалая на события. Либо они участвуют в тех процессах, сейчас самый такой вопиющий, это был Пицунский вопрос. Это ночное голосование, конечно, стало апофеозом. Трудно понять позицию порой парламента и парламентариев. Ну, телефонное голосование тоже было до этого когда-то. Там много чего было, тот функционал, вернее, который наше общество и мы все политические бомонд наш наложил на парламент, это роль стабилизатора своеобразного. Ну, сейчас эту роль я не вижу, не ощущаю в нашей жизни. А на чем сейчас держится вообще вот этот какой-то баланс? Слава богу, еще никуда мы не рухнули. Я думаю, насилие. Если убрать все, что нанесло человечество со времен Каина и Авеля, все держится на насилии, к огромному сожалению. Мы становимся людьми, видимо, в одиночном. Человечество не эволюционирует, как сказал один ученый, эволюционирует отдельно взятый человек. То есть насилие, накопленное, вот этот потенциал сил и возможного насилия сдерживает обе стороны, или 3 стороны, или сколько бы их не было от разрушения. В то же время это послужило и спасительной чертой, потому что вот этот баланс именно силы, грубой физической силы, наверное, так точнее уточнить, назвать, наверное, вот этот баланс останавливал нас все эти годы, наше общество, от применения, кстати, силы государством против граждан или ведомств каких-то друг против друга, если помните, такое у нас бывало. И межфамильные, межобщинные, межэтнические все наши элементы подавлялись угрозой применения ответной силы. Грубо, но, возможно, это... У нас весь этот арсенал был как раз задействован на этих выборах. Я имею в виду и фамильное голосование, и фамильные кандидаты, так скажем. Сейчас это пришло к этому. Да, и это немного похоже на насилие, которое потом облекает в свадьбу, и типа получилась новая семья, ячейка общества. Но это насилие
потом не приводит к созидательности, когда человек приходит к Но власти. не меняется же. На Как этой поменять сцене эту- играли одну пьесу. Не меняется режиссер, не меняется труппа, не меняется сцена Сцена, сама. да. Соответственно, что вы ждете, каких изменений? Понятно, что сейчас, если иронизировать дальше, сцену мы не поменяем, наша страна остается для нас главной. Труппа тоже мало подвержена изменениям, потому что не то количество населения и не тот базис, из которого выбирать тех же политиков или банально грамотных специалистов, экспертов. Я думаю, труппа изменилась, но даже там тенденция По к возрасту лучшему. разве что. Да, но в смысле того... Режиссеры, к сожалению, остались те же. Да. Вот еще большая проблема. Ну, вообще, об отрицательном отборе прихода в нашу политику мы уже говорили. Вот у нас гости до вас, там и Тенгиз был, и Джопу, и там с Дауром Начкибе, смотрел. с Дамаскецба. И мы, то есть, как разорвать этот круг? Он замкнутый круг, порочный круг, когда нужны реформы, но их некому делать. Потому что люди, которые могут инициировать реформы, они по рождению этой системы, естественно, не заинтересованы ее менять, в котором у них возникнет конкуренция, где они могут потом уже не попасть в это дело. Ну, во-первых, знаете, не надо драматизировать излишне. Видимо, этот процесс идет так, со своими амплитудами, падениями. В какой-то момент общество достигает такого высшего расцвета политической-социальной, экономической жизни, потом идет обрушение, какие-то бездны, там, диктатуры и так далее, потом это опять все воссоздается. То есть мы, видимо, на стадии создания, воссоздания каких-то положительных политических моментов, я все-таки считаю. Единственное, мы сейчас увлеклись, нам вернее, мастерски подсунули на стол вместо проблемы общества, наше обсуждение проблем общества, созидательных каких-то моментов, мы возимся вот с навязанной повесткой, явно извне навязанной, должен заметить, к огромному сожалению. Сейчас что-то не слышно от критиков, избирателей, вернее, или как назвать, в адрес обоих кандидатов. В первом туре этот потихонечку эти голоса затихли относительно кандидатов. Где критики здоровые, где избиратели, требующие реформ, где избиратели, Обсуждение программ. избирателей, которые группировались и предлагали даже различные. Нормальная дискуссия шла политическая между обществом и кандидатами, в хорошем смысле слова. Что-то требовалось от избирателей, ими что-то предлагалось даже. Это все мы откинули, мы занимаемся Персоналиями, интригами. Не хочу сейчас опять перечислять, навязанной повесткой. Хас, у меня вот такой вопрос. Вот эти вояжи министров и то, что ты говоришь, вот извне бывает достаточно сильное давление, особенно ваш штаб испытываете, это очевидно для всех. В чем причина этого? Почему? Ну, очевидно же это, Ибрагим. Заинтересованность, понятно, что Российской Федерации в одном из кандидатов. Ну, я не думаю, что Российская Федерация. Какой-то часть. Возможно, какой-то ее части, естественно. Я думаю, она в самом верху она заинтересована в стабильности и лояльности, которая была всегда у нас. Конечно, никак не комментировал глава государства российского эту ситуацию. Комментировал ее, насколько помню, из наиболее высокопоставленных чиновников. Это Сергей Владимирович, заявивший, что Россия примет любой выбор. Это традиционно так было. Ну а что должен заявить такого гранга чиновник? Естественно, о поддержке любого выбранного народом кандидата. Это нормально, это правильно и так далее. Не могу припомнить, чтобы в нашем обществе последние годы муссировалось или предлагалось пересмотреть, например, договоры о сотрудничестве или взаимодействии разного уровня. Договора, соглашения, разве что вот эти просто вызвавшие возмущение, давайте скажу, вот по инвестиционному соглашению или по апартаментам, но опять-таки явно изобретенные где-то в наших окрестностях. Что касается Российской Федерации, какого мнения она должна изменить отношение к вновь выбранному кандидату, мы не понимаем. Мы нигде не если о нас говорить, сейчас мы апофеоз зла, оказывается, в этой стране. Мы не понимаем, где мы это транслировали, чем мы это показали, какими нашими действиями мы сподвигли эту сторону. Ну, повестку навязали, откровенно, это видно. Можно же навязать было и другую повестку, и другими методами. И был бы, кстати, больший эффект. А парад этот визитов,
с нашей точки зрения это вообще-то нарушение предвыборного процесса. И ЦИК как-то вяленько один раз прореагировал, видимо, Ну, уже. ЦИК, прокуратура, партии, парламент. А какие институты сдерживающие еще должны быть, чтобы Ну, каких-то вернемся вещей... назад к вопросу о реформах. А что должно сдержать президента, когда все поэтапно было им растоптано, давай скажу, в достижении своих целей? Ну, кстати говоря, он сделал одну, так, в кавычках, наверное, но полезную вещь. Он вот этот ресурс вседозволенности, по-моему, исчерпал до нельзя. И неважно, кого выберут там через несколько дней, я думаю, никому не позволят делать и половины того, что делал он. Ну, вот, приход народа, давай так дипломатично назовем, к стенам администрации президента в очередной раз и последующий. Видимо, это вот последняя мера, останавливающая самодержного президента. Видимо, так. В этом, видимо, смысл реформ. Придумать что-то, предложить обществу что-то, Противовесы, нечто, чтобы были что какие-то внутренние. позволит не доходить до этих неприглядных мер. Ну, это же очевидно. Ну, например, для меня очевидно, что никакой кары со стороны Российской Федерации руководства не Но будет. это, об если этом там... даже можно не говорить. Ну, это вам кажется, но на многих людей это работает, Если- на обывателя. Вот, да, наверное, вы правы. Если говорить об избирателях, значит, пенсии будут продолжать начисляться тем, кому они положены. Я имею в виду российских пенсионеров, проживающих на нашей территории. Договора такого ранга не пересматривают из-за того, что кого-то не того выбрали. Это смешно. просто. Софинансирование заработной платы будет продолжаться в установленном порядке, в установленное время. Поддержка наших отраслей, давай так разделим по отраслям, будет продолжаться. Автобусы не отнимут? Отнимут Извини, я или нет, шучу. кстати, не знаю, это у Не, Бадена. я надеюсь, не отнимут. Это шутка была такая, потому что слишком много серьезных вещей в эти дни. Боюсь представить, что еще за оставшиеся там 3 дня вот осталось, что еще будет нам преподнесено как достижение. Вот сейчас, вы знаете, происходит тяжелый для наших жителей процесс на границе. Вот опять снег пошел, опять люди в снегу стоят в поисках этой мушки калифорнийской, которой там нет, естественно. Как к этому относиться? Ну, если сказать... Об этом мы не говорим. Если быть откровенным, то в 2004 году подобная ситуация тоже была с мандариновой только какой-то мушкой. неважно, Мы там, уже специалистами да. стали, но это не работает. Ну, работает, Кстати, почему не нет, работает? тогда не сработало, кстати Ну, говоря. сейчас мы просто не знаем, какой сценарий этого запрета. Дальше. Либо это сделано для того, чтобы сдержать в республике те тысячи людей, которые в поисках заработка тронулись с места, и они потратят на это несколько дней, и как назло 1 числа их не будет на месте. Либо должен прийти спаситель, договорившийся, как обычно, с российской стороной, и граница будет торжественно открыта. Ну, 2 сценария, третий можно даже и не утруждать себя. Диапазон был достаточно большой. Если вспоминать и эти антитурецкие тезисы, которые выдвигались, я понимаю, что какой-то такой фронтир между Россией и Турцией, может быть, в обозримом будущем намечается, но пока они там одни из ведущих торговых партнеров, насколько я знаю. Нам остается с вами только гадать, Да. но при этом... Не, я извиняюсь, там даже обвиняли там кандидата в президенты Адгура о том, что учился в школе, которая там, ну, в турецкой системе. Послушайте, там дети почти На у тот всего момент правительства это было- в Москве, в Лондоне и в Америках и так далее живут. Это было на Это тот же момент смешно. единственное более-менее внятное, оборудованное, с хорошим уровнем образования, преподавания учебное заведение. А люди в поисках лучшего, конечно, не смотрели на вывеску там. Да, она турецкая, интернатского ну, типа была, это не от Конечно. хорошей жизни многие туда Может, ходили. кто-то забыл описать окружающую жизнь того периода, что здесь у нас происходило. А то, что будет в будущем во взаимоотношениях России и Турции, нам приходится только гадать, надеясь на лучшее. Но наши граждане страдают, можно сказать, уже сегодня. Пострадали депутата парламента, лишили гражданства, Ливана Микава лишили гражданства, кому-то объявлено депортации по непонятным для нас совершенно... Да, с Барасом это кужба мотивом, такое произошло. да. Вообще, я думаю, кто бы не выиграл, вот через несколько дней, я думаю, он первым делом должен заняться именно вот этими вопросами лишения гражданства и вот проблемы с диаспорой. Потому Меня, что... знаете, немножко пугает то, что наши конкуренты, так скажу, ничего об этом не говорят внятного.
Но вы гарантируете, что вы этим займетесь, если вдруг вы Нам не выиграете? приходится об этом даже говорить, потому что это Не, я люди, знаю, не для меня сочувствующие говорить, нам. я больше для зрителя хочу, чтобы вы... Сочувствующие нам люди, чего греха таить. А для нас мы замечаем эти параллели, мы ведь не должны забывать, почему случилось 15 ноября. Предыдущий президент не гнушался этим сообщением на соседнюю сторону. Я это не говорю о каких-то голословных вещах. Меня это лично коснулось. Меня на границе выволокли с реанимобиля. Мы сопроводили больного в Краснодар, вернулись. Я часа 3 там стоял, объяснялся непонятно по какой причине. Потом мне объяснили так намеками, ну вы там у себя разбираетесь. Это случалось со многими до 15 ноября, повторяю. Со мной тоже случалось. Ну, знаете, о чем я говорю. То есть эти сюжетные линии, они, понимаешь, меня что пугает? Они начались тогда, и они не прекратились даже на время выборов. Слушайте, плохие, хорошие наши граждане, первое, это наши граждане. Вы объясните нам, в чем их грехи, что ли, в чем неправильность их поведения или высказывания. Абхазская сторона должна решить, как с ними поступить. Если есть вообще состав преступления. У нас сразу ищут состав преступления. Главное, был бы человек, найдется состав. Я думаю, тут еще проблема в том, что те, кто настоящие преступления совершают, экономического и даже политического характера, они никак у нас в этой стране за все эти годы никогда... Они в штабах сидят сегодня. Да, и не пострадал, а вот просто лишение гражданства и то, что там произошло с нашими братьями, соплеменниками на границах, и с этим молодым парнем, это вообще очевидно. Это ящик Пандоры, его нельзя открывать, и его нужно, пока не поздно, закрыть нам все вместе. Я имею в виду нами, российской стороны. Для полноты картины, ящик Пандоры, вот хорошее выражение вы вспомнили. В этот наш маленький мирок, худо-бедно как-то он был сбалансирован. Все наши политические потрясения, как-то мы переживали, шли дальше. Все же надо в сравнении оценивать. В эту палитру теперь нам еще приплели межэтнические проблемы, создали. Мы как-то пережили все это. Война с грузинами, это тоже межнациональный конфликт, достигший своего апофеоза в виде войны. Мы же помним, как это все всегда начиналось, угольки этой розни горели, не мне тебе говорить, вам говорить. Сейчас опять вот это слышишь, эти знакомые, это же надо подавлять в зародыше. Мы должны давить и гасить это, привлекать к ответственности тех, кто носится по этим армянским, допустим, селам. В этот раз они во главе сюжета раскидывают деньги, раскидывают мысли, какие-то ядовитые слова людям раскидывают. Это же надо подавлять в зародыше. Мы не удосужились, извини, перебью, мы не удосужились даже вместе встретиться ни разу. 2 штаба, сейчас 2 штаба осталось, и пригласить лидеров общины, поговорить. Сегодня мы провели встречу, худо-бедно, там человек 100 собралось, 150. Что смогли, сказали очередной раз. Ну, это же не дело. Я даже не про... Это последствия. Я про тех, кто эту музыку заказал. Слушайте, эти люди ничем не гнушаются, и, пользуясь случаем, хочу наших избирателей немножко отрезвить. Думайте, что вы делаете. Ну, они ва-банк пошли, это, как говорится, ложки найдутся. Ценой нашей страны ва-банк, ты меня извини. Да, ну, а у них, значит, есть другие запасные аэродромы, другая жизнь или другие ценности, я не знаю, что-то другое, это другие вообще. У заказчиков, я предполагаю, что все есть вообще в этой жизни. Они на нас смотрят, видимо, исключительно как на, знаешь, население, заселившее, вот население, так пренебрежительным тоном, это они нам пытались раньше, тоже бывало высказывать на встречах, это 200 километров побережья, шириной где-то метров 500, вот что надо им очистить. Что с нами будет, как с нами будет, их вообще не волнует. Освободите купленное, скоро такие лозунги, видимо, начнутся. Ну, одного продавца мы отогнали, любого следующего, кто туда попытается встать на этот пьедестал, мы отгоним гарантированно. Для нас, опять, видишь, мы о чем говорим. Мы вот сейчас сами пошли по этому ложному пути. Ну, договорю. Для нас эти выборы – это возможность лишить кого-то права вообще торговать Родиной и землей. Не надо пытаться обвешать нас другими ярлыками. Да, мы защитники Родины и зовем всех. Нету здесь гумбовцев или ардзинбовцев. Мы, может быть, заблудились относительно друг друга, но мы на одной стороне на самом деле.
Мы должны защитить свою родину, в первую очередь, от того бессовестного, не признающего ничего, никаких канонов олигархата, в первую очередь. Политэкономические принципы никто еще не отменить не смог. Мы живем в общемировой системе. Когда нам объясняют такие шибко умные политтехнологи или политики, издеваясь таким смешком, что мы требуем защиты суверенитета или его укрепления, или его расширения, эти умники нам объясняют, что не бывает в мире стран полностью суверенных. Приводят интервью старое, кто-то откопал Владислава Григорьевича. Вы нас за идиотов считаете? Мы не говорим о количестве, весе или ширине суверенитета у нас имеющегося. Мы говорим о том, чтобы не лишите нас нижней планки права определять самим судьбу нашей страны. Это же ключевой момент. Все, да, все остальное это надстройка на этом праве. Как жить, где жить, как развиваться экономически, с кем дружить. Это же все строится на праве решения. Это право пытаются у нас потихоньку, по кирпичику разобрать. Я думаю, что нас ожидают еще дебаты кандидатов в президенты. Надеюсь, что они все-таки состоятся, потому что, собственно говоря, уже не хочется. Мы тоже как-то хотели, может, говорить о каких-то общих вещах, но все равно скатились в повестку, которую нам, опять же, навязал кто-то. Все, наверное, ждут от этих дебатов обсуждения программ конкретных, дорожной карты конкретной, реформ 100 дней, 300 дней, 500 дней. Я вообще был сторонник того, чтобы после ноября это был такой хороший, удобный момент для того, чтобы все-таки провести реформы, а потом идти на выборы. Возможно, Ибрагим, вы правы, возможно. Но это мнение от многих наших сограждан слышал, что сперва реформы, потом выборы. Но мы не смогли канализировать это в какое-то русло. А нам дали такую возможность? Не дали. Давайте вспомним. Как ускорялись и ускорялись эти процессы. Давайте, это недавно было, все вспомним. Хорошо, пошли по тому пути, пока по Верхней Чегемской пошли дороги. Да, мы часто эту фразу сегодня вспоминали тоже с Это друзьями. не мешает абсолютно, тем не менее, проведению реформ. У нас есть, что мы вот выше с вами обсуждали, хорошо, допустим, избрался очередной президент, который в очередной раз нас подведет, не проведя никаких реформ. Ну, опять придем к стенам парламента или администрации президента, и его постигнет та же судьба. Меня это вообще не волнует. Заслужил президент, получил президент. То есть это правило хорошо у нас пока еще работает. Не лишили нас его, опять-таки, благодаря так народное право, скажем, не потенциальному. юридическое. Да. Но если быть более цивилизованными, осмотрительными, в конце концов, то, конечно, надо встать на путь реформ, уже давно назревших, давно очевидных. Не надо повторять 1000 раз одно и то же, пытаясь набрать очки перед обществом. Вот это автор той великой реформы, по которой мы живем, потому что и это часто просматриваться стало. Те маленькие шаги, которые мы не придаем значения, вот мы говорили с вами о публичности в парламенте, это же не только у парламента такая проблема, у кабинета министров, у глав районных и городских администраций. Почему-то они решили, что им позволено работать в закрытом режиме, делать что-то в закрытом от народа, от налогоплательщиков режиме. Чуть-чуть приоткрыть этот занавес, это уже часть маленькая, но значительной реформы. Выборы глав городов, вот в частности города Сухого, много об этом говорили. Почему бы не попробовать? Смешанная система. Смешанная система в парламенте. Часть полномочий передать парламенту. Это вообще даже не надо обсуждать, надо строительство. просто взять и передать. Зачем мы придаем такой пафос этому процессу? Давным-давно это пора надо было сделать. Годами уже несколько проектов есть. Ну, простите за мою прямоту и такую, может, метафору. Любой, кто станет президентом, он будет все равно отчасти хромой уткой, я имею в виду политический термин, потому что слишком столько наломали дров вокруг нас, и мы, и вы, и они, и так далее, что очень, и вот эта легитимность, не юридическая, да, по выборам все может красиво, протокол, ЦИК объявить и так далее, но завоевать или вернуть легитимность народную будет достаточно сложно. Только созидательным, честным путем и, может, каким-то путем компромиссов, может, даже, если вы выиграете, кого-то приглашать с той команды, но надо поломать эту парадигму, которая у нас с 2004 года, когда один лагерь приходит, как одна мафия приходит, потом другая с ней борется и наоборот. Нужно что-то поломать. Ну, возможно, ответом на этот вопрос станет
тоже популярный законопроект, если ты помнишь, о конкурсном отборе кадров. Ну, трудно себе представить, как это будет происходить, но попробовать хотя бы можно. Я с тобой согласен, что вместе сразу всех одной метлой по приходу на главный пост, это тоже глупо. Но в то же время, посмотри, какой сейчас процесс интересный. Это полуреволюция помогла изгнать только президента. Все министры остались в статусе исполняющих обязанности, фактически продолжают выполнять работу. Пиарщиков. Пользовать по полный административный ресурс. Все на месте, собственно говоря. Вот, такого еще у нас не было, как говорится, такое изобретение. Ну, у нас это правая рука хочет левую обмануть, на самом деле проигрывает обе. Идея потерялась, замылилась. Тут немножко кризис ведь не в том, чья фамилия победит. Это же, как мы с вами говорили, это искусственный нарратив. Наконец-то, по-моему, я, может, ошибаюсь, но вот признаки есть, вырисовывается наконец-то противоречие идеологии. Оно, видимо, было всегда, но сейчас оно становится более явным. Вот, как это назвать, либералы, ладно, назовем. Причем они либералы в плане, похоже, может быть, на российских продажи активов либералами же их венчали, крестили. Вот как такие у нас ребята есть. Тот же президент, это просто характерное, бывший президент, олицетворение. Ну, Россия огромна, она могла этот ужасный эксперимент как-то выжить. Бедная, Для нас несчастная это, Россия, великая при этом. У нее есть чуть не возможность рухнула, экспериментировать, падать, вставать с колен и идти дальше. Мы не Россия, у нас свои трагедии. И тех, кто, другой лагерь охарактеризуем, тех, кто пытается сохранить какой-то каркас, что ли, скелет государственных активов хотя бы. Я уже не говорю о людях, хотя бы физически эти активы сохранить. То есть две такие разные экономические, с одной стороны, модели. Одна модель уже перевешивала, продавай все, зарабатывай все, что на чем можно. Но надо ее теперь уравновесить. Уже очевидно, если еще чуть ниже опустимся, не останется ничего от государства в принципе. Ну, те усилия, о которых мы говорили, и десант, и внешнее влияние, и вливания большие, вообще меня всегда удивляет, почему никто не проверяет бюджеты предвыборных кампаний, почему никто у нас стать президентом, то есть выдвинуть себя в кандидаты президента легче, чем, допустим, устроиться куда-то на работу. Я сомневаюсь, что к вам в больницу можно попасть там без диплома, без опыта и так далее, и так далее. У нас тут 2000 человек типа подписались, и ты стал кандидатом. И это все очень странно. С другой стороны, я понимаю, что вот такого трамплина, чтобы стать политиком или заявить себе как политик, у нас не осталось возможности, кроме как вот стать кандидатом в президенты и так засветиться. Потому что в парламент там тоже свое прохождение туда достаточно странное и давно уже... На примере, опять-таки, парламента скажу, в данном сейчас буду говорить только потому, что я проходил это уже. Да. Про выборы в парламенте, работу в парламенте. Мы пытались в конце провести утверждение цензов по выборам в депутаты парламента. Не удалось, кстати, там часть только принята. Вот если о них говорить, и это тоже, повторю, часть можно назвать реформой большой. Этот человек должен быть определенного возраста, с определенным трудовым стажем, обязательным высшим образованием, со службой в армии, с основами знания Конституции, госустройства. Языка-то уже, может быть, в какой-то степени. Даже не обсуждать, само собой, еще кое-чего. Слушайте, человек должен пройти это хорошо, он подделал себе военный билет, диплом и так далее, метрику подделал, но это же он должен хотя бы сделать, тут хоть какие-то фильтры озвучены. Сейчас описывать не буду, вы прекрасно знаете, как сейчас. Вот я хочу стать депутатом, фамилия большая, денег столько, можно пойти. Дети говорят, мы хотим стать депутатами. Да. Это же ужас вообще. Мы до чего извратили вообще наше общество. Мы все виноваты в этом, все вместе. Здесь уже точно круговая порука в ответственности за это все. Когда крестьянин, живущий в селе, где-то далеко, находящийся вообще от этих политических процессов, заявляет, мой голос стоит столько-то, и чтобы оба, это чума кошмар, на оба конечно. ваших дома, как говорится. Это дно вообще. Завтра что будет с такими избирателями,
как сложится судьба человека, который по такому принципу избирает политика, определяющего его жизнь на ближайшие годы. Ну, есть зависимость между тем, как ты голосуешь и как ты живешь. Не все это понимают, но на самом деле это как закон Обратно всемирного это так. тяготения, оно объективное. К сожалению, так. Нам надо заканчивать эту передачу. Я надеюсь, что за эти дни более конструктивный характер примет и дискуссия между вашими штабами. Я скажу честно, я не ходил на первый тур выборов, я об этом и публично заявлял, потому что выборное законодательство, оно просто, я считаю, алогичное, оно вредно, оно токсичное, и оно поэтому приводит к тому, что мы выбираем таких депутатов. Я не про всех, естественно, говорю, там есть полно деятельных, порядочных и умных людей, болеющих за страну. И также формируется правительство и так далее, и так далее. Но тот накат, который сейчас пошел, он просто, это, наверное, абхазская черта, он не может не вызвать какое-то сопротивление вот внутреннее. Поэтому я пойду на выборы. Я не буду говорить, как я буду голосовать, это мое личное право, но я призываю все-таки всех людей, которые не пошли на выборы, пусть, как считают нужным, голосуют, в том числе против всех или за кого-то, но надо сделать свой выбор, потому что здравый смысл должен как-то сопротивляться главное, абсурду, свидетелями которого мы стали. Конечно. Здравый смысл вообще главное наше оружие, отправная точка. В свою очередь, если мы завершаем этот выпуск, то хотел бы, знаешь, по нескольким компонентам сказать. Что касается межэтнического мира, я бы такой лозунг выдвинул. Оставьте наш мирок в покое, мы сами тут разберемся. Что касается реформаторов, то жаждущих реформ, так их назовем, то даже вот этот процесс, идущий последние месяцы-недели, показывает явно, кричаще, что нужно реформировать еще. А то мы все увлеклись полномочиями президента. Избирательное законодательство, я думаю, нуждается в реформировании. Паспортная система наша нуждается в реформировании. То есть много компонентов стали очевидными, которые нужно и необходимо решать. А что касается вообще выборной кампании, то, как мы говорили, может быть, если искать плюсы, наконец-то спор идеологии, наконец-то определяется, что-то выкристаллизовывается. А что касается общего, конечно, посыла, я надеюсь, что все пройдет в спокойной, законной обстановке. Наше население немножко осознает. Главное, я вот сегодня призывал на встрече не голосовать, руководствуясь эмоциями. Вообще что-то важное в жизни делать, руководствуясь эмоциями, можно любить и воевать только на эмоциях, а делать такие выборы, касающиеся государственной жизни и так далее, только руководствуясь здравым смыслом, холодным рассудком, расчетом и так далее. И если кого-то прислушиваться, то прислушаться надо голосовать, может, за детей, за наших, за внуков, прежде всего, а потом за нас голосовать. Во многом, если не все в этой жизни мы делаем ради будущего. Я прошу избирателей сесть, подумать о программах предвыборных. Где-то их вообще нет, где-то они есть, пусть, может быть, вам кажутся не лучшего качества, задайте вопрос своему кандидату. Работу над ошибками, анализ этих выборов обязательно надо провести, неважно какой будет результат. Обязательно, конечно, я с вами согласен. Да, и у нас впереди еще парламентские выборы, и с одной стороны хорошо, что такая политическая активность, у людей стали интересоваться каким-то горизонтом будущего. Ну да, но в то же время, знаешь, что обнадеживает? Наш народ все-таки с таким, вот этот наш бесшабашный, разболтанный народ, что он самый самокритичный, во-первых, народ, но стержень, конечно, в наших людях. Об нас зубы многие еще поломают. Да, и говоря народ, мы имеем в виду и абхазцев, и армян, и русских, и греков, и грузин. Здесь уже не в национальном, вот живущий именно здесь территориально, это народ Абхазии, такой мирок, не зря все. Мы без кого-то не построим будущее, и для меня это очевидно было всегда, и тем более сейчас. А это же и прекрасно, когда мы тихо, мирно, спокойно все вместе строим что-то свое, отличающееся от другого мира, сохраняя свою самобытность. Вот в этом же, видимо, наше предназначение, а не в набивании кармана. И ценность, и необходимость этому миру. Конечно. Спасибо большое, спасибо. Я надеюсь, мы попробовали спокойно в атмосфере поговорить о каких-то важных вещах. Я надеюсь, неважно, какой будет результат, мы еще можем встретиться в этой студии. С удовольствием. Спасибо. Спасибо.